Во второй половине XIX века американская армия после истребительных походов против индейских племен стала полновластным хозяином обширных прерий. Американцы изгоняли индейцев с исконных земель и заставляли их жить в резервациях под вечным надзором. Грабители в синих мундирах особенно посягали на табуны лошадей мирных индейцев. Земли каньонов и склоны скалистых гор принадлежали племени Проколотые Носы. Табуны этого племени тоже подвергались грабежам конокрадов в военной форме. Синие мундиры! Они угоняют наших лошадей! Что случилось? Что случилось? Койоты! Койоты угоняют лошадей! Много их! Не теряйте время! Надо переходить табун! Проучить! Койоты! Койоты угоняют табун! Может, это все, что у нас есть. Они должны ждать, когда они нападут на нас. Койоты не должны уйти живыми. Тихо! Приветствую тебя, вождь племени. У меня приказ. Конокрад мне приказывает? Читайте, сержант. Послание вождю племени Проколотые Носы. Приказываю. Твое племя должно переселиться в резервацию у Белого озера. А табун немедленно доставлен в Форт Леп-Бэй. Я не подчинюсь этому приказу. Мы свободные люди. Это земля наших предков, и мы не уйдем. Здесь жили наши отцы и отцы наших отцов. Вы нарушаете договор доверия. Вождь, я говорю с тобой еще как друг. Между нами должен быть мир. Но ваши соседи, каюсы, нападают на наши отряды и убивают солдат. Сержант Андерсон, позаботьтесь, чтобы здесь было тихо. Вы стреляли, Рэндалл. Не можете без этого. Он целился в полковника Ховарда. А мог застрелить и вас. Замолчите. Марш в седло, Рэндалл. Я не вижу белое перо. Где ваш младший вождь? Белое перо. Уже 2 луны охотится на медведя. Так. У нас только один выход. Надо уходить в Канаду, как это сделали другие племена. Разве это выход? 3 похода по 10 дней. С женщинами, детьми и стариками, без лошадей. Лошадей мы вернем. Как?
Неужели мы пойдем к койотам и будем просить, отдайте наших лошадей? Наше счастье, что полковник остался жив. Американцы только и ждут, чтобы мы первыми напали. Наши отцы учили нас жить в мире и согласии со всеми соседями. Уберите оружие. Ни одного выстрела. Вы думаете, эти койоты, американцы, будут сидеть сложа руки? Они не вернут наш табун. Без боя не обойтись. Лошади — наша жизнь. Без них нам придется отправиться в резервацию. А там мы умрем с голоду. Правильно, мы не должны поднимать оружие. Нет. Ни один американец не должен погибнуть от нашей руки. Ты хочешь один вернуть табун? Возьми нас с собой. Вы нужны здесь. Полковник, каюсы! Они окружают нас! Доброе утро, сержант. Извините. Доброе утро, сэр, но... Их пули сюда не достанутся. Это предупреждение, чтобы не вступали на их землю. Прекратить огонь! Сержант? Да, сэр. Журнал боевых действий. Дата? Время. Отбита массированная атака каюсов. Раненые 1 офицер, 2 солдата. Это будет отличным сообщением для Вашингтона. Постоянное нападение каюсов. Почему медлит армия? У нас мало боеприпасов. Отряду продолжать преследовать каюсов. С табуном остаются майор Беннингем, сержант Андерсон и 4 солдата. Рандall? Есть, сэр. Хикс? Сэр. МакКуин? Да, сэр. Хантер? Да, сэр. Как, всего 5 человек на огромный табун? Сержант? Да, сэр. Дайте команду по коням. Есть, сэр. Джордж, я не могу иначе. Постарайся справиться. Вилли, подожди несколько дней. Надо перегнать табун в форт. Каюсы потом. Для меня это благоприятный момент
Джордж, генерал Гибер уже в пути. Неужели я должен делиться с ним своим успехом? Через 2 дня я вернусь. Лейтенант Брукс? Да, сэр. Вы тоже останетесь с табуном. Держитесь сержанта Андерсона, он в этом деле разбирается. Слушаю, сэр. Ну, конечно. Когда отдается такой безумный приказ, полковник Ховард сразу вспоминает меня. Останьтесь с табуном, Рэндалл. Слушай, Чарли, давай немного отдохнем. Неизвестно, что нас ожидает. Да ну его. Тихо. Ты умеешь считать до 900, Хантер? Что ты сказал? Умеешь ли ты считать до 900? До 900. До 900? Да. 3 раза в день сосчитать лошадей. Начнешь с единицы и так далее, и так далее. Полковник вернется через 3 дня. Ну, хорошо. Будем ждать его здесь. Что-нибудь придумаем. Устроим ему триумфальную встречу. Сэр, разрешите сказать? Табун нельзя задерживать здесь. Что это значит, сержант? Сержант разбирается в индейских лошадях. Эти 4000 копыт в любой момент пожелают отправиться домой. И тогда их ничто не удержит. Сержант, если табун понесется, подожжете траву. Исполняйте. Поджечь траву? Но здесь одни камни. Разве что с помощью пороха. Что же вы стоите, сержант? Выполняйте. Хантер, порох из фургона, за мной. Лови! Ну давай, черт побери! Чтоб не было никаких недоразумений, лейтенант, приказываю здесь я. Пока вы будете отдавать приказы, табун разбежится. Не возлагайте больших надежд на поджог травы. Поджигайте! Вперед! Вперед, ребята! Гоните табун! Хантер, Да, сэр. достаньте свежей воды, чтобы выпить, наконец, хорошего кофе. Будет сделано. Я думаю, майор тоже присоединится к нам. Бегу.
Отлично, Андерсон. Пока не разошелся дым, каюсы не рискнут напасть, но потом. Мы погоним табун к форту Лепвей. Это только ваше предложение, лейтенант. А приказ будет таков. Ждать полковника здесь. Без табуна? И доложить полковнику, что табун вернулся к своим хозяевам? Если сегодня мы не уйдем с табуном, лошади завтра вернутся обратно. Нам надо торопиться. Да, с 5 солдатами мы не сможем удержать табун. Если вы хотите что-то доложить, сержант, то обращайтесь ко мне. Я именно тот человек. Вам понятно? Да, сэр. Эй, ты! Вставай! Быстро встать! Убери эту проклятую рыбу! Ну, вставай быстро и не вздумай сопротивляться. Буду стрелять. Сейчас я тебя свяжу. Ты мой пленник. Ясно? Эй! Смотрите! Он жарил рыбу! Рыбу жарил, говорю! Индеец и вдруг жарит рыбу! Застал врасплох! Взял в плен и связал. Ты его связал? Ты не из племени каюсов. Подойди сюда. Я воин племени Уматилла. Тогда что ты делаешь здесь, на земле каюсов? У нас много сильных воинов, но мало женщин. Парень ищет себе невесту. Ты знаешь землю каюсов? Я знаю здесь все. Эти леса и горы. И каюсских девушек? Сержант, поговорите с ним. Эй, твой нож, жених. Это извилистая река. Она течет на север, потом сворачивает на запад и сливается с другой рекой. Рекой Селман. Здесь у подножия гор начинается земля каюсов. Там они охотятся. Нет. Каюсы охотятся только до гор Ветра и доходят до берегов реки Кайни. Очевидно, парень разбирается. Надо взять его проводником. Если не нападут каюсы. Он справится с табуном лучше всех нас. Не знаю, не знаю. Поручить какому-то индейцу? Как вы считаете, Андерсон? Я думаю, стоит попытаться, сэр. Дайте ему обмундирование. Ага. Давай сюда. Лови, Чарли. Сделаем из него человека. Все, одели, майор. Где ты спрятал оружие? Воин нашего племени не должен брать оружие, когда идет за невестой. Таков закон. Сержант, построиться к принятию присяги. Я назначаю тебя проводником. Ясно? Становись! Равняйсь! К принятию присяги смирно! Я клянусь
как солдат американской армии всегда выполнять приказы моих... Безоговорочно подчиняться приказам моих офицеров, клянусь. Разойдись. Теперь ты солдат американской армии. Ты должен подчиняться всем моим приказам. За измену расстрел. Назови себя. Как тебя зовут? Пусть это будет тайной. Я готов. По этой дороге мы должны увести табун как можно дальше. Чей это табун? Это армейские лошади, они принадлежат нам. Животные понимают зов только своего племени. Это верно? Табун проколотых носов. Я еще сегодня доведу его до реки. Итак, мы выступаем. Хантер, давай собирайся. Быстро. Что ты о нем думаешь, Чарли? Вперед! Как ты думаешь, что это? Возможно, это каюсы. Они могут устроить нам засаду у Светлой воды. Это разведчики. Ловушки там нет. А где прошел полковник Ховард? Нет ни одного индейца. Вы не видели проводника, Рэндалл? Не видел, сэр. Нельзя доверять этому краснокожему. Ну-ну. Брукс. Да, сэр. Не хватает одного ружья. Индеец тоже исчез. Вы по-прежнему считаете, что мы поступили правильно, взяв этого индейца? Но он честно довел нас до реки. Возможно, он поехал узнать, где находятся каюсы. Разве вы не заметили, что нас сопровождали? Это были каюсы? И где же они?
Мы все голодны, сэр. Может, краснокожий раздобудет мясо? Хантер, что с колесом? Дело не в колесе. Ось сломалась. Дальше ехать не сможем. Черт побери. Успокойся. Я не из тех, кто нападал на вашу деревню. Кто ты? Я хотел предупредить каюсов. Но у вас остались одни старики и дети. Ты шпион. Я тебе ничего не скажу. Ты поедешь со мной. Если тебе что-то будет непонятно, молчи, прикуси язык. Этот проклятый индеец заманил нас сюда, а сам скрылся. Сидим теперь, как в ловушке. Держу пари. Он сейчас заключает сделку с каюсами. Мне невесту, вам табун и 7 красивых американских скальпов. Добавлю 8 ружей, 7 отличных кольтов и 600 патронов. И черт меня побери, если я не прав. Но ты забыл еще кое-что, Чарли. 3 бутылки виски Поля и 1,5 фунта кофе Майора. Хикс, перестаньте болтать глупости. Сержант, почему нет часового? Сержант, я вас спрашиваю. Тихо. Вы когда-нибудь пытались подойти близко к индейским лошадям, сэр? Так вот, у нас 900 караульных постов. Это разведчики каюсов. А мы сидим здесь, как мишени. В укрытие! Быстро! Жених. За самовольный уход из отряда полагается смертная казнь. Я отдам тебя под трибунал и прикажу расстрелять. Ясно? Что это за девушка? Ее деревню сожгли дотла. Только она уцелела. Старики, женщины и дети все убиты. Значит, убиты. А где же воины каюсов? Для меня это загадка. Почему их банда не нападает на нас? Ведь нас всего 7, и ни малейшего шанса спастись от них. Я тебя спрашиваю, проводник. Куда делись каюсы? Ты что-то скрываешь от нас? Она говорит, что воины на охоте.
Мы пропали. Каюсы будут мстить. Не хочу. Нам нужно быть начеку. Вы видели его вспотевшую лошадь? Значит, он долго мчался. Я не понимаю тактику полковника. Он хочет вынудить каюсов сражаться. Возможно. Тогда это пустой ход. Конечно. Где он нашел девушку? Вы действительно верите проводнику, Брукс? Может быть, он заодно с каюсами? Каюсы и Уматиллы – враждующие племена, сэр. Хорошо, если это так. Поль, дай мне глоток твоего виски. Это для девушки. Проводник хочет прижечь ей рану. А? Для этой бабы ни капли. Эй, минутку. Отдайте мне бутылку. А теперь деритесь сколько хотите. Вы с ума сошли? Я держу ее. Что ты будешь с ней делать? Она поедет со мной. Мы сможем завтра добраться до перевала Такома? Она выдержит езду? Каюсы не успокоятся, пока не отомстят. А на перевале Такома... Что на перевале Такома? Там я видел разведчиков каюсов. Надо дойти до перевала Ками. Перевал Ками? Но это большой объезд. Мы потеряем почти день. Это далеко, но мы должны отделаться от каюсов и поскорее покинуть их землю. Переход в таком темпе – настоящее безумие, лейтенант. Я согласен трястись целый день, только бы добраться живым до форта. Дай мне ружье! Я пристрелю эту собаку! МакКуин, отправляйтесь к табуну. Рэндалл. Мы делаем этот проклятый объезд, чтобы избавиться от каюсов. А вы, идиот, своей дурацкой стрельбой привлекаете их внимание. Успокойся, Чарли. Я все равно отомщу ему при первой возможности. Выжди время, Чарли. Ты сейчас не в форме. Для этого я всегда в форме. Вы видели? На меня чуть не напали. Я думаю, это все подстроил проводник. А вас бы очень устроила моя смерть, а? Несколько слов у моей могилы, и вы берете командование на себя. Это самое узкое место. Да? Каньон совершенно непроходим. Поехали. Вперед! Ты слышал? Для тебя этот переход
не будет трудным. Твой отец служил подрывником в армии. Мой? Мой нет. Я думал, твой. С чего ты взял, что он служил в армии? Мой отец был артистом в салоне Сильвер-Сити. Значит, я не так понял. А мне казалось, что он служил в армии. Лови! Слушай, тогда мне непонятно, почему ты говоришь «был». А где он сейчас? Ну да, он был. Эй, осторожно, Хикс! Эта штука начинает действовать! Ты с ума сошел? Не бойся, ничего не случится. Выбрось эту проклятую штуку! Бросай! Бросай! Какой же ты трус! Почему ваши разведчики проехали через каньон перед нами? Спроси это у них. Вставай! Посмотри на меня, краснокожий, чтобы запомнить, кто послал тебе смерть. Он ловил лошадь для своей прекрасной дамы и думал удрать с ней. Он хотел угнать весь табун, сержант. Болваны, просто его лошадь не сможет долго вести двоих. Теперь через этот каньон смогут пройти только суслики. Оставь индейцев в покое, если хочешь добраться до форта. Сержант, это вы приказали взрывать? Я не давал такого приказа. Майор тоже. Это было необходимо, сэр. Нельзя терять время. Я чувствовал, что разведчики каюсов следуют за нами по пятам. А теперь где они? Отвечайте. Через каньон они не пройдут. Им придется пробираться через перевал Такома. У нас есть 2 дня передышки. За это время мы придем в форт. Отлично. Твоя рана, кажется, заживает. До сих пор они не заметили знаков наших разведчиков. И не узнали, что ты из племени Проколотые Носы. Эти американцы слепы, как кроты. Ночью мы убьем их всех. И ты сможешь вернуться домой. Нет. Ты хочешь отомстить за своих? Месть ослепляет. Мы должны обязательно пройти через перевал Такома. Только бы узнать, где полковник со своим отрядом. Иначе американцы меня схватят. Что ты здесь делаешь, Чарли? Жду краснокожего, чтобы всадить в него пулю. Держу его в поле зрения. Спасибо, Поль. Хочешь глоточек виски? А то еще подавлюсь в сухомятку. Сержант, задание выполнено. Малыш хочет сказать, что мы с ним поработали на славу. Да. Сэр. Сэр, исчез проводник. Я докладывал сержанту Андерсону, что этот мерзавец однажды уже пытался удрать. Сержант не поверил мне. А я ручаюсь, что он скоро вернется. Мы еще поговорим об этом, сержант Андерсон. А сейчас немедленно найдите его. Слушай, Рэндалл, пошли. У племени Проколотые Носы потеряна честь? Младший вождь Белое Перо выдает себя за воина у Матилы и напяливает грязную форму американского солдата.
Иногда хитрость лучше, чем открытая война. Вы не вступаете в бой, избегаете сражений, а при случае уходите в Канаду. Мы хотим выжить. Разве это жизнь? Хе. Умирают все, а помнить будут только самых храбрых. Каюсы всегда были смелыми, не то что воины проколотые носы. Мое племя и каюсы всегда враждовали. Только теперь мы узнали и убедились, кто наш настоящий враг. Он сидит с 2 каюсами в лощине за кустами. Надо взять их, они не должны уйти. Я с удовольствием сделаю еще одну зарубку на своем прикладе. Ты хочешь провести табун через перевал Такома? Там не пройти. Мы задержим в форте этого убийцу Ховарда. Его ожидает голод. Мы окружим и уничтожим его отряд. Но в форте он найдет все необходимое. То, что он найдет, ему не понравится. Там в лесу 2 белых солдат. Наверное, они ждут белое перо. Ха! Тебе это знакомо? Мы нашли его у одного из солдат. Мы думаем, что проколотые носы не забыли о кровной мести. Не забыли? Эй! Отвечай. Каюсы все время следовали за нами. Выстрелы солдата Рэндалла указывали им путь. А в каньоне я увидел их совсем близко. Совсем близко? И ты не сказал нам об этом? Зачем ты ходил к ним? Думал, они хотят получить своих раненых. Ты имеешь в виду эту девушку? Отвечай же. Нет. А кого же? Я отпущу тебя, если скажешь все, что узнал от каюсов. Они знают, где находится полковник Ховард и его отряд? Отвечай. А, понимаю. Ты молчишь? В заговоре с врагом. 2-й раз уходишь из отряда без разрешения, несмотря на то, что я предупреждал тебя. Из-за этого погиб солдат Чарльз Рэндалл. Судебное следствие окончено. Оглашаю приговор военного трибунала. Солдат американской армии из племени Уматилла за уход из отряда и связь с врагом приговаривается к смертной казни. Приговор немедленно привести в исполнение. Сержант Андерсон! Да, сэр. Постройте, солдат. Есть, становись.
Направо! Шагом марш! Стой! Налево! Приготовься! Огонь! Поздравляю, ваша идея устроить видимость расстрела была великолепна. Теперь он не убежит. Томми, скажи мне, пожалуйста. Ты действительно думал, что мы расстреляем индейца? Это был бы твой первый? Да. Может, хотел бы еще и скальпировать? Да ты что? Когда я взял его на мушку, мне так захотелось отправить его вслед за Чарли. Холостые патроны, проклятый сержант. Да. Я разгадал тебя, белое перо. Почему ты не воткнешь себе в волосы свое перо? Когда Хантер привел пленного у Матиллу, у меня уже тогда закралось подозрение, и я оказался прав. Ты предложил сделать большой объезд. Упорно не хотел ехать через каньон. Почему? Чтобы вернуть табун. Каюсы убили солдата Рэндалла. Зачем ты снял с его груди талисман воина, проколотые носы? Этим ты выдал себя. Индейцы чтут своих мертвых, даже если это грозит им смертью. Белому человеку этого не понять. Почему ты предотвратил мою смерть? С табуном осталось бы только 5. Мне нужен был человек, который бы помешал убить меня. Так вот, каньон закрыт. Теперь мы никак не сможем миновать форт Лепвей. Если я не захочу, табун не сделает ни шага. Ну и хитрец наш сержант. Наверное, договорились идти кратчайшим путем к форту. Салмон, наконец-то. А где же здесь можно переправиться? Вниз по течению будет равнина. Тогда хорошо. Эй, проводник, что случилось? Почему ты расседлываешь коня? Лошади нуждаются в отдыхе. Я тоже. Хантер? Да, сэр. Разбудите меня, когда узнаете, где будет переправа. Слушаюсь, сэр. Каюсы опять близко? Сегодня не видел. Почему бы нам не заночевать на этой стороне? Здесь кончается земля каюсов. Слушай внимательно. Майор не верит тебе. Один раз удалось спасти тебя, в следующий будут боевые патроны. Скажи, что ты узнал от каюсов? Они сказали, что убийца их женщин и детей еще жив. А что думаешь ты?
Я думаю, скалу взорвали поздно. Каюсы проскочили через каньон. Вниз по течению есть брод, но там может быть засада каюсов. И нам не перейти, Салмон. Значит, табун должен перебираться здесь. Что, вплавь? После такого утомительного похода? Неизвестно, все ли умеют плавать. Лошади умеют. Сэр, подъем! О, сдаюсь, майор. Простите меня. Мы едем дальше. Хочу обрадовать, теперь дорога будет под гору. Брода нет? Есть. Но вероятнее всего там засада вооруженных каюсов. Это ужасно. Хантер, за мной! Что-нибудь подозрительное, лейтенант? Нет, все спокойно. Перебирайтесь на ту сторону. Я поеду последним. Майор, держитесь! Маккуин! Пошла! Маккуин! Отпусти поводья! Скорее! Отпусти поводья! Скорее! Тихо, скорее в дом. Надо было уехать еще вчера. Закрывай. Отойди. Опасность миновала, девочки. Эй! А мы думали, это каюты перешли, Салмон. Разрешите представить. Майор Беннингем, лейтенант Брукс, сержант Андерсон. Очень рад. Добро пожаловать. Соланс Паркер. А это мои дочери. Кэролайн и Джейн. Хей, хей, хей! Майор, табун спокоен. О, мисс, Томас Хикс. Очень приятно.
Благодарю. Да здравствует наша армия! Да здравствует! Да здравствует. Мы едем в Вайоминг. Там живут... О, благодарю. Родственники моей покойной жены. А вы знаете, это очень тяжелый путь. Не лучше ли поехать завтра с нами? Мы едем в Форт Лепвей. Соглашайтесь? Завтра будет поздно, майор. Я хочу выехать сегодня, пораньше. Моя семья уезжает последней. Все соседи уже давно уехали. Я задержался, потому что продавал свой скот. Скажите, а что вы думаете о каюсах? Все эти годы мы хорошо ладили с индейцами, но в последнее время они были чем-то встревожены. Ага. Они не хотят, не желают жить в резервации. Мы потеряли навьюченных лошадей, а МакКуин и майор чуть не утонули. Довольно. С этого момента приказываю только я. Хикс, Хантер, связать проводника и постоянно следить за ним, пока не доберемся до форта. А там будет видно. Переведите дыхание, майор. Что-то вы сразу осмелели, сэр. Забыли, как на вас покушались в каньоне и как тонули в реке. Сделай узелки на шнурке, как будто это известие от твоего брата. Они схватят тебя и свяжут. И ты будешь неподвижен, как камень. Почему ты не соглашаешься убить их? Я правильно поступаю. Пока нельзя их убивать. До форта. Теперь мне все понятно. Ты сильный, а сражаться не хочешь. Так я буду. Я думаю, что узелки на шнурке не понадобятся. Слушаю, сэр. Вы должны дать объяснение. Почему не передали донесение Рэндалла? Вы понимаете, что вас можно легко обвинить в его гибели? Кэролайн, садись скорее. Отец, чего мы так торопимся? Садись сейчас же. Нечего нам больше здесь оставаться. Среди этих не найдешь жениха. Ну! Паркер, через 2 часа начнет темнеть. Оставайтесь до утра, послушайте меня. Благодарю, сэр. Мы должны... Это приказ. Мы должны... Майор приказал тебя арестовать. Перестань заикаться. Ты ведь его уже брал в плен. Покажи, как ты это делал. Эй, ты! Вставай! Быстро встать! А? Угу. Чего ты суешь мне эту проклятую рыбу? Ты арестован! Молодец. Сильно сказано. Я бы на его месте сразу упал на спину и дал связать себя. Эй, пожар! Пожар! А ты что здесь делаешь? Веди ее сюда. Есть, сэр. Иди за мной. Стой. Дай! Что ты там прячешь? Наши лошади! Этим они что-то извещают. Я схватил ее, когда она выходила из дома, и прятала эту штуку. Быстро веди ее сюда. Иди, дрянь. Ну! Не тронь ее, а то она ничего не скажет.
Это посылают мне. Здесь был мой маленький брат Лис. Ну и что? О чем он извещает тебя? Моя маленькая сестра должна знать, что глаза ее брата всегда с ней. Все это означает, что фермерский дом подожгли каюсы, извещая, что они находятся совсем близко. Чепуха. Тогда бы они напали на нас. МакКуин, Хикс, привяжите девушку к дереву так, чтобы огонь хорошо освещал ее. Быстро! Слушаюсь, появятся каюсы, я перестреляю их. Хорошо, Андерсон. Может быть, это отпугнет каюсов. Сержант Андерсон. Можете выпрямиться, сержант. Поблизости нет ни одного каюса. Удивляетесь, что я это утверждаю? Чрезмерная бдительность нашего майора не давала мне спать. И, возможно, он был прав, что проводник посягал на нашу жизнь. Так вот, я решил проверить, что проводник делает ночью. Как видите, с тех пор он даже не вильнулся. Но мы должны обязательно привести табун в форт. Согласны со мной? Лейтенант. А? Кто стрелял? Вы? Да. Проводник нам поможет. Я бы с удовольствием посмотрел, как наш сонный майор будет удирать. Лейтенант, сержант, встать! В форте я отдам вас обоих под трибунал за игнорирование приказов высшего чина армии и распространение ложной информации. Кто этот проводник? Отвечайте! Разбор дел в военном трибунале – ваше излюбленное занятие. На другое вы не способны. Лейтенант Брукс, сдать оружие. С этого момента вы находитесь под арестом. Надеюсь, вы в своем уме, сэр? Что? Да как вы смеете? Сержант Андерсон! Томми, что происходит? Такое не каждый день увидишь. $50, Хантер. На кого ты ставишь? Ты доволен? Все мы идиоты попались в твои сети. Кроме сержанта. Он заряжен боевыми патронами. Я пристрелю тебя. Но только завтра, когда доставишь табун в форт. Лейтенант, сдайте мне оружие майора. Завтра на восходе солнца я приведу табун в форт. Лейтенант Брукс, я приказал вам быть впереди. Хантер, можете быть свободным. Теперь я нянька майора. Хантер, оставайтесь здесь. До каких пор вы будете нарушать субординацию, лейтенант? Мне наплевать на ваши дурацкие приказы. Ничего, в форте вас ждет трибунал. Там вы ответите за все. Вперед, черт побери! Что там происходит? Вчера состязались в боксе, сегодня в верховой езде, а завтра будут обниматься после стаканчика виски. Майор! Радуйтесь, майор мертв! Вы отделались от него, лейтенант! Но я доложу об этом в форте. Это вы убили его! Вы, я это видел! Вы убийца! Вы с ума сошли? Это несчастный случай! Ничего подобного! Убийство! Я буду свидетелем! Хантер!
Немедленно вернитесь! Я приказываю! Ты не хочешь скрыться, пока не поздно? Табун для тебя потерян. На что ты надеешься? Кажется, дым. Это дым со стороны форта. Каюсы где-то близко. Почему они не нападают? Чего они ждут, черт побери? Слышите, сэр? Кажется, у нас еще есть шанс выжить. Вы слышите? С юго-востока. Кто же это? Может быть, это генерал Гибер? Поэтому каюсы молчат. Еще рано радоваться. Это было бы большой удачей. Сэр, табун проколотых носов доставлен. Что здесь произошло? Наш отряд разбит. Мы хотели получить помощь, и вот что нашли. Проклятые каюсы преследовали меня до этих мест. Теперь мы в ловушке. Обидно. Это форт Лепвей, сержант. Был форт Лепвей. Вперед! Молодец, сержант. С горсткой солдат пригнать табун. А где же майор Бедингем? У нас был хороший проводник, сэр. Эй, ты, иди сюда! Смотри, это тот человек. Сними шляпу. Вы знаете, кто перед вами? Он пригнал свой табун. Расстрелять. А ты убийца моего племени. Это тебе дорого обойдется. Каюты! Все по местам! Огонь! Огонь! Остановись! Остановись! Собака! Краснокожий, я прикончу тебя!
Не стреляйте бесцельно! Экономьте патроны! Вы получили свое. Будьте прокляты. Ты хочешь один вернуть табун? Возьми нас с собой. Вы нужны здесь. Полковник, каюсы! Они окружают нас! Доброе утро, сержант. Извините. Доброе утро, сэр, но...
Их пули сюда не достанут, сэр. Это предупреждение, чтобы не вступали на их землю. Прекратить огонь! Сержант? Да, сэр. Журнал боевых действий. Дата? Время. Отбита массированная атака каюсов. Раненые 1 офицер, 2 солдата. Это будет отличным сообщением для Вашингтона. Постоянное нападение каюсов. Почему медлит армия? У нас мало боеприпасов. Отряду продолжать преследовать каюсов. С табуном остаются майор Беннингем, сержант Андерсон и 4 солдата. Рандall? Есть, сэр. Хикс? Сэр. МакКуин? Да, сэр. Хантер? Да, сэр. Как, всего 5 человек на огромный табун? Сержант? Да, сэр. Дайте команду по коням. Есть, сэр. Джордж, я не могу иначе. Постарайся справиться. Вилли, подожди несколько дней. Надо перегнать табун в форт. Каюсы потом. Для меня это благоприятный момент, Джордж. Генерал Гибер уже в пути. Неужели я должен делиться с ним своим успехом? Через 2 дня я вернусь. Лейтенант Брукс? Да, сэр. Вы тоже останетесь с табуном. Держитесь сержанта Андерсона, он в этом деле разбирается. Слушаю, сэр. Ну, конечно. Когда отдается такой безумный приказ, полковник Ховард сразу вспоминает меня. Останьтесь с табуном, Рэндалл. Слушай, Чарли, давай немного отдохнем. Мне известно, что нас ожидает. Да ну его. Тихо. Ты умеешь считать до 900, Хантер? Что ты сказал? Умеешь ли ты считать до 900? До 900. До 900? Да. 3 раза в день сосчитать лошадей. Начнешь с единицы и так далее, и так далее. Полковник вернется через 3 дня. Ну, хорошо. Будем ждать его здесь. Что-нибудь придумаем. Устроим ему триумфальную встречу. Сэр, разрешите сказать? Табун нельзя задерживать здесь. Что это значит, сержант? Сержант разбирается в индейских лошадях. Эти 4000 копыт в любой момент пожелают отправиться домой. И тогда их ничто не удержит. Сержант, если табун понесется, подожжете траву. Исполняйте. Поджечь траву? Но здесь одни камни. Разве что с помощью пороха. Что же вы стоите, сержант? Выполняйте. Хантер, порох из фургона, за мной. Лови! Ну давай, черт побери! Чтоб не было никаких недоразумений, лейтенант, приказываю здесь я. Пока вы будете отдавать приказы, табун разбежится. Не возлагайте больших надежд на поджог травы. Поджигайте! Вперед! Вперед, ребята! Гоните табун!
Табун проколотых носов. Я еще сегодня доведу его до реки. Итак, мы выступаем. Хантер, давай собирайся. Быстро. Что ты о нем думаешь, Чарли? Вперед! Как ты думаешь, что это? Возможно, это каюсы. Они могут устроить нам засаду у светлой воды. Это разведчики. Ловушки там нет. А где прошел полковник Ховард? Нет ни одного индейца. Вы не видели проводника, Рэндалл? Не видел, сэр. Нельзя доверять этому краснокожему. Ну-ну. Брукс. Да, сэр. Не хватает одного ружья. Индеец тоже исчез. Вы по-прежнему считаете, что мы поступили правильно, взяв этого индейца? Но он честно довел нас до реки. Возможно, он поехал узнать, где находятся каюсы. Разве вы не заметили, что нас сопровождали? Это были каюсы? И где же они? Мы все голодны, сэр. Может, краснокожий раздобудет мясо? Хантер, что с колесом? Дело не в колесе. Ось сломалась. Дальше ехать не сможем. Черт побери.
Успокойся. Я не из тех, кто нападал на вашу деревню. Кто ты? Я хотел предупредить каюсов. Но у вас остались одни старики и дети. Ты шпион. Я тебе ничего не скажу. Ты поедешь со мной. Если тебе что-то будет непонятно, молчи, прикуси язык. Этот проклятый индеец заманил нас сюда, а сам скрылся. Сидим теперь, как в ловушке. Держу пари. Он сейчас заключает сделку с каюсами. Мне невесту, вам табун и 7 красивых американских скальпов. Добавлю 8 ружей, 7 отличных кольтов и 600 патронов. И черт меня побери, если я не прав. Но ты забыл еще кое-что, Чарли. 3 бутылки виски Поля и 1,5 фунта кофе Майора. Хикс, перестаньте болтать глупости. Сержант, почему нет часового? Сержант, я вас спрашиваю. Тихо! Вы когда-нибудь пытались подойти близко к индейским лошадям, сэр? Так вот, у нас 900 караульных постов. Это разведчики каюсов. А мы сидим здесь как мишени. В укрытие! Быстро! Хантер? Да, сэр. Достаньте свежей воды, чтобы выпить, наконец, хорошего кофе. Будет сделано. Я думаю, майор тоже присоединится к нам. Бегу. Отлично, Андерсон. Пока не разошелся дым, каюсы не рискнут напасть, но потом. Мы погоним табун к форту Лепвей. Это только ваше предложение, лейтенант. А приказ будет таков. Ждать полковника здесь. Без табуна? И доложить полковнику, что табун вернулся к своим хозяевам? Если сегодня мы не уйдем с табуном, лошади завтра вернутся обратно. Нам надо торопиться. Да, с 5 солдатами мы не сможем удержать табун. Если вы хотите что-то доложить, сержант, то обращайтесь ко мне. Я именно тот человек. Вам понятно? Да, сэр. Эй, ты! Вставай! Быстро встать! Убери эту проклятую рыбу! Ну, вставай быстро и не вздумай сопротивляться. Буду стрелять.
Сейчас я тебя свяжу. Ты мой пленник. Ясно? Эй! Смотрите! Он жарил рыбу! Рыбу жарил, говорю! Индеец и вдруг Где ты его жарит рыбу! нашел? Застал врасплох! Взял в плен и связал. Ты его связал? Ты не из племени Каюсов. Подойди сюда. Я воин племени Уматилла. Тогда что ты делаешь здесь, на земле Каюсов? У нас много сильных воинов, но мало женщин. Парень ищет себе невесту. Ты знаешь землю Каюсов? Я знаю здесь все. Эти леса и горы. И каюсских девушек? Сержант, поговорите с ним. Эй, твой нож, жених. Это извилистая река. Она течет на север, потом сворачивает на запад и сливается с другой рекой. Рекой Селман. Здесь у подножия гор начинается земля каюсов. Там они охотятся. Нет. Каюсы охотятся только до гор Ветра и доходят до берегов реки Кайни. Очевидно, парень разбирается. Надо взять его проводником. Если не нападут каюсы. Он справится с табуном лучше всех нас. Не знаю, не знаю. Поручить какому-то индейцу? Как вы считаете, Андерсон? Я думаю, стоит попытаться, сэр. Дайте ему обмундирование. Ага. Давай сюда. Лови, Чарли. Сделаем из него человека. Все, одели, майор. Где ты спрятал оружие? Воин нашего племени не должен брать оружие, когда идет за невестой. Таков закон. Сержант, построиться к принятию присяги. Я назначаю тебя проводником. Ясно? Становись! Равняйсь! К принятию присяги смирно! Я клянусь, как солдат американской армии, всегда выполнять приказы моих... Безоговорочно подчиняться приказам моих офицеров, клянусь. Разойдись. Теперь ты солдат американской армии. Ты должен подчиняться всем моим приказам. За измену расстрел. Назови себя. Как тебя зовут? Пусть это будет тайной. Я готов. По этой дороге мы должны увести табун как можно дальше. Чей это табун? Это армейские лошади, они принадлежат нам. Животные понимают зов только своего племени. Это верно?
Во второй половине XIX века американская армия после истребительных походов против индейских племен стала полновластным хозяином обширных прерий. Американцы изгоняли индейцев с исконных земель и заставляли их жить в резервациях под вечным надзором. Грабители в синих мундирах особенно посягали на табуны лошадей мирных индейцев. Земли каньонов и склоны скалистых гор принадлежали племени Проколотые Носы. Табуны этого племени тоже подвергались грабежам конокрадов в военной форме. Синие мундиры! Они угоняют наших лошадей! Что случилось? Что случилось? Койоты! Койоты угоняют лошадей! Много их! Не теряйте время! Надо переходить табун! Проучить! Койоты! Койоты угоняют табун! Лошади, это все, что у нас есть. Они должны ждать, когда они нападут на нас. Койоты не должны уйти живыми. Тихо! Приветствую тебя, вождь племени. У меня приказ. Конокрад мне приказывает? Читайте, сержант. Послание вождю племени Проколотые Носы. Приказываю. Твое племя должно переселиться в резервацию у Белого озера. А табун немедленно доставлен в Форт Лепвей. Я не подчинюсь этому приказу. Мы свободные люди. Это земля наших предков, и мы не уйдем. Здесь жили наши отцы и отцы наших отцов. Вы нарушаете договор доверия. Вождь, я говорю с тобой еще как друг. Между нами должен быть мир. Но ваши соседи, каюсы, нападают на наши отряды и убивают солдат. Сержант Андерсон, позаботьтесь, чтобы здесь было тихо. Вы стреляли, Рэндалл. Не можете без этого. Он целился в полковника Ховарда. А мог застрелить и вас. Замолчите. Марш в седло, Рэндалл. Я не вижу белое перо. Где ваш младший вождь? Белое перо. Уже 2 луны охотится на медведя. Так. У нас только один выход. Надо уходить в Канаду, как это сделали другие племена. Разве это выход? 3 похода по 10 дней. С женщинами, детьми и стариками, без лошадей. Лошадей мы вернем. Как?
Неужели мы пойдем к койотам и будем просить, отдайте наших лошадей? Наше счастье, что полковник остался жив. Американцы только и ждут, чтобы мы первыми напали. Наши отцы учили нас жить в мире и согласии со всеми соседями. Уберите оружие. Ни одного выстрела. Вы думаете, эти койоты, американцы, будут сидеть сложа руки? Они не вернут наш табун. Без боя не обойтись. Лошади – наша жизнь. Без них нам придется отправиться в резервацию. А там мы умрем с голоду. Правильно, мы не должны поднимать оружие. Нет. Ни один американец не должен погибнуть от нашей руки. А, жених. За самовольный уход из отряда полагается смертная казнь. Я отдам тебя под трибунал и прикажу расстрелять. Ясно? Что это за девушка? Ее деревню сожгли дотла. Только она уцелела. Старики, женщины и дети все убиты. Значит, убиты. А где же воины каюсов? Для меня это загадка. Почему их банда не нападает на нас? Ведь нас всего 7, и ни малейшего шанса спастись от них. Я тебя спрашиваю, проводник, куда делись каюсы? Ты что-то скрываешь от нас? Она говорит, что воины на охоте. Мы пропали. Каюсы будут мстить. Не хочу. Нам нужно быть начеку. Вы видели ее вспотевшую лошадь? Значит, он долго мчался. Я не понимаю тактику полковника. Он хочет вынудить каюсов сражаться. Возможно. Тогда это пустой ход. Конечно. Где он нашел девушку? Вы действительно верите проводнику, Брукс? Может быть, он заодно с каюсами? Каюсы и Уматиллы – враждующие племена, сэр. Хорошо, если это так. Поль, дай мне глоток твоего виски. Это для девушки. Проводник хочет прижечь ей рану. А? Для этой бабы ни капли. Эй, минутку. Отдайте мне бутылку. А теперь делитесь сколько хотите. Вы с ума сошли? Я держу ее. Что ты будешь с ней делать? Она поедет со мной. Мы сможем завтра добраться до перевала Такома? Она выдержит езду? Каюсы не успокоятся, пока не отомстят. А на перевале Такома... Что на перевале Такома? Там я видел разведчиков каюсов. Надо дойти до перевала Ками. Перевал Ками? Но это большой объезд. Мы потеряем почти день. Это далеко.
Но мы должны отделаться от каюсов и поскорее покинуть их землю. Переход в таком темпе – настоящее безумие, лейтенант. Я согласен трястись целый день, только бы добраться живым до форта. Поль! Дай мне ружье! Я пристрелю эту собаку! МакКуин, отправляйтесь к табуну. Рэндалл. Мы делаем этот проклятый объезд, чтобы избавиться от каюсов. А вы, идиот, своей дурацкой стрельбой привлекаете их внимание. Успокойся, Чарли. Я все равно отомщу ему при первой возможности. Выжди время, Чарли. Ты сейчас не в форме. Для этого я всегда в форме. Вы видели? На меня чуть не напали. Я думаю, это все подстроил проводник. А вас бы очень устроила моя смерть, а? Несколько слов у моей могилы, и вы берете командование на себя. Это самое узкое место. Да? Каньон совершенно непроходим. Поехали. Вперед! Ты слышал? Для тебя этот переход не будет трудным. Твой отец служил подрывником в армии. Мой? Мой нет. Я думал, твой. С чего ты взял, что он служил в армии? Мой отец был артистом в салоне Сильвер-Сити. Значит, я не так понял. А мне казалось, что он служил в армии. Лови! Слушай, тогда мне непонятно, почему ты говоришь «был». А где он сейчас? Ну да, он был. Эй, осторожно, Хикс! Эта штука начинает действовать! Ты с ума сошел? Не бойся, ничего не случится! Выбрось эту проклятую штуку! Бросай! Бросай! Какой же ты трус! Почему ваши разведчики проехали через каньон перед нами? Спроси это у них.